Роспотребнадзор направил в Центр избиркова новые рекомендации по организации голосования без рисков для здоровья граждан. Правда ли, что безопаснее будет сходить на избирательный участок, чем в магазин? Обсудим это и также работу Центральной избирательной комиссии Башкортостана сейчас вместе с председателем ЦИК Башкортостана Илоной Макаренко. Илона Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, новые рекомендации Роспотребнадзора, в чем они заключаются и в чем там изменения. Да, действительно, 10 июня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с Федеральной службой Роспотребнадзора приняли новые рекомендации для участников и голосования голосующих, тех, кто будет принимать участие в голосовании. В принципе, там небольшие изменения произошли по сравнению с теми, которыми мы уже руководствовались. Это, в частности, то, что тестирование на коронавирус всех членов избирательной комиссии сейчас нет необходимости делать, и только по, так сказать, по необходимости в связи с эпидемиологической ситуацией в различных регионах по-разному к этому вопросу должны уже относиться непосредственно на местах. Далее, значит, если раньше было предусмотрено показ паспорта на расстоянии 2 метров, то сейчас это также изменение произошло, и показать паспорт с данными нужно на том расстоянии, которое будет видно для человека, который будет его проверять. Далее, если в первых рекомендациях настойчиво рекомендовали выносить избирательные участки на улицу, под покровы, шатры и так далее, то сейчас оставляют такую возможность, но тем не менее только в исключительных случаях, в тех условиях, где вообще нельзя, допустим, провести голосование и создать избирательный участок. А много ли таких будет случаев у нас здесь в республике? Нет, у нас их мы не планируем. Не планируем такие, потому что были некоторые сомнения в этой связи, в частности, допустим, где садики, если участки расположены в детских садах, то мы там думали, что, возможно, перенесем избирательный участок на улицу, но все-таки сошлись на том мнении, что в детском саду обычно бывает несколько входов, несколько выходов, и лучше сделать именно один вход и выход, исключительно закрыть его для работы участковой избирательной комиссии, оградив его от контактов с детьми, воспитателями, родителями, нежели выносить все на улицу и подвергать, опять же таки, целый день с 8 до 8 членов участковых избирательных комиссий уличным условиям. Это тоже было бы не совсем правильно, верно, поэтому мы все-таки максимально постарались сохранить наши участковые избирательные комиссии в тех помещениях, где они расположены. На что направлены сейчас усилия Центральной избирательной комиссии Башкортостана? Вот буквально с 25 июня начинается голосование. На чем работаете сейчас? Сейчас у нас очень большая работа проводится. Во-первых, мы готовимся непосредственно к процедуре голосования, и помещения, и техническое оснащение, оргтехника. Сейчас вот мы должны получать бюллетени и развозить их соответственно. Дальше мы готовим непосредственно членов участковых избирательных комиссий, обучаемых процедуре голосования, работе на КАИБах, если в этом есть необходимость. То есть этот процесс у нас планомерно идет, как обычно, при подготовке к выборам, ну и в частности сейчас к общероссийскому голосованию. Но кроме этого у нас огромная работа проводится для обеспечения всех участковых комиссий, всех членов и всех голосующих санитарными средствами защиты. Уже, если не сказать, что все, но основная масса всех средств индивидуальной защиты поступила в территориальные избирательные комиссии. Сейчас производится распределение между участковыми избирательными комиссиями, и, соответственно, очень много внимания уделяется тому, как будет использоваться это все и как максимально сделать все возможное, чтобы не было риска заражения коронавирусом ни у наших коллег, ни тех, кто придет нам голосовать. Илона Анатольевна, можно ли сказать, что первый этап организационный, он завершается, и вы уже дальше продолжаете работу? Вот вообще на сколько этапов делится работа? Ну, наверное, делится на, так можно сказать, 3 этапа. Первый этап – это подготовительный этап, и он у нас завершится, когда мы непосредственно начнем уже процесс голосования, а он начнется с 25 числа в каждом избирательном участке.
несколько способов голосования, о которых мы тоже неоднократно говорили, и о них сейчас постоянно вещает телевидение и радио. Я думаю, что уже ни для кого не секрет, как это будет проходить, в каких формах. Это первый этап. Второй этап, конечно, это начнется с 25 числа по 1 число, 1 июля включительно. Это уже непосредственно сам процесс голосования. Ну и третий, небольшой этап, но, наверное, один из самых важных, это подсчет уже бюллетеней и результатов голосования. При каких условиях будет принято решение, что голосование состоялось, и вот решение, оно вот при каких условиях будет принято это решение? Значит, не стоит такого правила, как прийти допустим, на голосование должно определенное количество лиц. Вот все, кто придет, в отличие от всех предыдущих кампаний. Да, общероссийское голосование по многим моментам отличается от обычных выборных мероприятий, которые мы проводим. И вот в частности в том, что на участок может прийти столько, сколько сможет прийти, так сказать. Но поправки к голосованию пройдут только в том случае, если больше половины голосующих проголосуют за них. Ну и еще одна особенность – это работа общественных наблюдателей. То есть, если во время предыдущих кампаний интерес у партии был в том, чтобы бороться за свои голоса, да, то здесь наблюдатели будут прежде всего отслеживать процесс по поправкам в Конституцию России. Это один момент. Согласны ли вы с этой точкой зрения, что у них новая роль? И второй момент. Мы разговаривали с руководителем исполкома «Единой России» Рустемом Ахмадинуровым. Он говорит, что партия «Единая Россия» направит 10 тысяч наблюдателей, всего нужно 30 тысяч здесь у нас в Башкортостане. Подтверждаете ли вы эту цифру? У нас нужно даже немного больше, наверное, потому что у нас 3434 участка, и на каждый участок нам бы хотелось, чтобы пришли как можно больше наблюдателей, но, по крайней мере, не меньше 10, по крайней мере. Дело в том, что процесс голосования же будет строиться таким образом, что часть членов участковых избирательных комиссий будет на месте, допустим, так проводить голосование, а кто-то будет ходить по домам, по заявлению наших голосующих, тех, кто по тем или иным причинам не сможет явиться в пункт голосования, и голосовать непосредственно на дому. И каждый член участковой избирательной комиссии должен выходить к голосующему не менее чем с 2 наблюдателями. Вот, поэтому мы очень рады каждому. И, конечно, то, что вы говорите, их роль в этом общероссийском голосовании, она несколько иная. Здесь основная задача – это элемент, понимаете, элемент контроля? Не то чтобы контроля, а легитимности проведенного голосования. То есть все должно быть действительно чисто, прозрачно, и наблюдатель, он в первую очередь должен быть гарантом вот этой вот чистоты. С другой стороны, я вижу задачи наблюдателей и то, чтобы контролировать непосредственно процедуру голосования. То есть не для того, чтобы, как я и всегда в прошлые выборы говорила, не для того, чтобы где-то выявить нарушение, так, и прокричать о них, так, а для того, чтобы выявить нарушение и поправить его, не допустить его, или предотвратить его, или же, значит, сделать все возможное, чтобы это нарушение было исправлено. Вот, потому что, все члены избирательных участковых комиссий, они обучаются вот сейчас параллельно, так же, как и наблюдатели, порядку голосования и всему прочему, и будет замечательно, если наблюдатель, допустим, что-то поправит, если наш член участковой избирательной комиссии в чем-то ошибется. Ну и, кстати, опыт уже такой есть, когда в течение всего дня голосования Центральная избирательная комиссия отслеживает такие случаи, да, и принимает решение уже оперативно. Конечно, мы сами принимаем решения, и никто у нас не сопротивляется, не доказывает, если кто-то совершает какую-то ошибку, естественно, что сразу все ее это исправляет. Будет ли предусмотрена работа международных наблюдателей? Нет, они не предусмотрены на общероссийском голосовании. Работа СМИ. Здесь появились тоже новшества. Расскажите, пожалуйста, для коллег поподробнее, в чем они заключаются. Так же, как и всегда, наверное, традиционно, средства массовой информации должны получить аккредитацию. Общероссийские, соответственно, в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а наши республиканские у нас в Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. И если СМИ общероссийского могут посещать все участковые комиссии по России, то, соответственно, республиканские, они будут посещать любые участковые комиссии на территории Республики Башкортостан.
На сегодняшний день уже 186 средств массовой информации у нас получили аккредитацию. Ну и также ждем вас у нас на участках. Спасибо. И предусмотрена ли работа общественного пресс-центра? Как это обычно бывает, вот на предыдущих выборах мы это видели. Ну, скорее всего, он тоже будет, но на чьей площадке я пока не имею такой информации. Ну, видимо, ближе к 25-му мы об этом будем знать. И избирателям, пожалуйста, полезную информацию, Илона Анатольевна, озвучите. Сейчас, если возникают вопросы, никогда не лишне повторить еще раз, куда можно обращаться и где получить полную информацию? Для наших дорогих голосующих информацию могут получить они, во-первых, на сайте ЦИК Российской Федерации, на сайте ЦИК Республики Башкортостан. Есть сайт Конституция 2020, где сконцентрирована вообще полностью вся информация по проводимому общероссийскому голосованию. Ну и также горячая линия. Пожалуйста, звоните по телефону 8 800 20 3020. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо, Илона Анатольевна. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была председатель Центральной избирательной комиссии Башкортостана Илона Макаренко.